коротко скажу, пользуясь случаем, что глава администрации. Все здесь о бюджетных показателях сказали. Самый высокий уровень Гагрский район у нас в лидерах находится. Это очень хорошо, там вообще очень-очень динамика хорошая, в геометрической прогрессии идет. Первый квартал более 40%. Город Сухум, Гудаута с учетом остатка тоже все достаточно прилично. Вот, я просто напомнить хочу о том, что текущий год начался, и мы все с вами помним прекрасно о том, что в текущем году должны произойти изменения по повышению заработной платы отдельным категориям работников, где доля абхазской стороны уже совсем иная. Вот, поэтому обратите внимание на то, чтобы расходы на эти цели, естественно, будут пропорционально ложиться на каждый район, там, где идет достаточно успешное исполнение. Конечно, такого района, как вот сейчас Ткварчальский, это не затронет, у него 37 миллионов рублей годовой бюджет собственный, там вообще об этом и говорить не стоит, но дело в том, что другие районы на это должны обратить внимание. 242 миллиона рублей – это только уровень повышения, значит, заработной платы. Ну, естественно, база у нас 2021 года стоит, и там тоже надо будет искать 242 миллиона рублей, которые мы должны будем с нашего бюджета выделить. Да, на повышение. В этом году, правильно? Да. Я сразу могу предложить методы, которые могут провести оптимизацию этой суммы, в том числе по местным бюджетам. До сих пор еще сохраняется нестабильность в оптимизации штатной численности. Мы наблюдаем даже в отдельных случаях рост его. Вот если внимательно посмотреть в районах, то и деньги можно сэкономить, и порядок навести в этом смысле. Мы помним с вами, какие у нас есть результаты по этому направлению, достаточно неоптимистичные. У нас обратно еще до конца не урегулирована штатная численность, люди трудятся, при этом все не так, как должно быть. Ну, наверное, и не будет, но хотя бы теперь уже понимать, что это ударит рублем по нам. И достаточно масштабно. В отношении Гулиримского района хочу сказать, очень актуально противопаводковые работы и предупреждение, значит, угроз по чрезвычайным ситуациям. Слан Георгиевич, я вот говорю для информации всех, президент страны подписал 4 решения общей бюджетной емкостью в 63 миллиона рублей на эти мероприятия. Теперь средства поэтапно в соответствии с заключенными контрактами будут доводиться на эти цели. В принципе, наверное, все такое.